бы рассказать, что, как всем известно, преступление произошло на КПП ПСО. Насколько нам известно, уже определенные сведения имеются о том, что послужило этому всему ранее возникшая ссора, конфликт на почве имущественного характера, скажем так. И вот автомобиль, в котором находились братья Камлевцы, они двигался со стороны Сухума, за ними их преследовал второй автомобиль, где сидели ряд лиц, в настоящее время находящихся в розыске. То есть фактически получилось следующим образом. 6 человек выехали из города Сухум в направлении Псов в поиске других братьев Камлевцев. То есть получается, что они хотели с ним как-то расправиться. Далее, настигнув их на КПП, с автомобиля второго, так скажем, преследуемого, открылась стрельба, прям с салона автомобиля, велась стрельба, после чего был ранен один из братьев Камлевцев. После этого также были еще двое граждан ранены и также убит, как вы знаете, гражданин республики по фамилии Акова. Фактически случайные прохожие, что велась реально, как вот уже наши эксперты подтверждают, беспорядочная стрельба с автомобилем. Далее данные лица покинули автомобиль, в сторону поселка двинулись, где их ожидал второй автомобиль, который должен был их увезти. Фактически они их отвезли от места преступления. Это в этом поселке, насколько нам известно, высадили. Те трое граждан, которые оказывали пособническую деятельность, они на сегодняшний день задержаны. Ведется с ними оперативно-следственное мероприятие. По остальным проводятся разыскные мероприятия. То есть есть ряд моментов, которые отрабатываются. Сейчас, в принципе, пока озвучить их не могу, чтобы не быть громогласным. Но в ближайшее время мы обязательно данных лиц задержим. Помимо этого, со стороны Камня позже была стрельба, то есть в ответку, после чего данный гражданин пересек границу на территории Российской Федерации. Фактически не доехал до города Азии, он уже был задержан при помощи наших коллег, которым мы оперативно сообщили. Данные его задержали, в ближайшие нам передать. Мы также будем проводить работу для выяснения вообще в целом обстоятельств, которые послужили всему тому, что произошло. Конечно, это ужасающее событие, которое именно не должно было быть, но когда мы задержим, наверное, тех, кто конкретно это совершил, наверное, получит конкретное пояснение, как могло так произойти, что ты понимаешь, что такое количество граждан находится на этом посту, там невинные люди, там наши сотрудники таможни, пограничники. Фактически человек стрелял в пост, без разбора, кто может попасть под его пулю. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день есть. Работу проводим. Гагельская зона и зоны, практически все посты основные наши усилены, идут усиленную работу, круглосуточную работу, оперативный состав работает полностью на месте, где идем по ссылкам. Дополнительные сведения обязательно мы сообщим. МВД в постоянном порядке информирует о новых событиях, то есть в информационном плане мы всегда готовы ответить. Стрельбу кто открыл? Стрельбу, как мы понимаем, началась стрельба с автомобиля того белого, который преследовал. Но там пока до конца, честно говоря, непонятно, потому что второй тот, кто стрелял, он на нами тоже еще не задержан. В этой суматохе тяжело понять. Он пока задержан в России, да? В России, да. Он задержан, его не передали сюда. Но, как мы понимаем, там видно, что вот на видеосъемке видно, что из ангара выходит человек с пистолетом, производит выстрел, потом после этого уже вот этот парень падает и все. То есть в какой момент, где это все началось, но мы знаем, что когда они заехали, оба брата вышли. И они их увидели вот на этой машине, с этой машины начали в них стрелять. Пока не будет таких деталей, потому что очевидцев, скажу вам так, тех, кто могут ждать конкретные показания, очень мало. При том, что было много людей, но в этой суете было тяжело, потому что почти стрельба началась одновременно со всех сторон. Вот такая вот ситуация. Там множество нарушений получается со стороны нашей. Мы периодически там проводим рейдовые мероприятия. То есть какие-то определенные выездные мероприятия мы там проводим. Но на постоянной основе там держать людей невозможно. Там фактически, знаете, я сейчас не могу что-то говорить на камеру. Всем понятно. У меня вот такой вопрос. К сожалению, мы за последнее время
наблюдаем то, как легко стало в нашей стране достать оружие в общественном месте и открыть стрельбу. Были случаи на набережной, и в черте города, и сейчас вопиющий случай на самом охраняемом режимном объекте на госгранице у нас открылась стрельба. Вопрос ко всем собравшимся. Что нам делать для того, чтобы наши граждане, наши сограждане понимали важность того, что они делают, и хотя бы чего-то боялись. То есть сегодня не страшно даже на границе достать оружие. Чем мы можем друг другу помочь? Прежде всего, мне кажется, мы должны помочь милиции. Один уточняющий Да. вопрос можно? И в связи с этим, что делается? Делается ли это? Вот мы закон принимали об оружии и о ношении, там все прописано и регистрации. Есть ли такое у вас, чтобы вы ходили, допустим, по набережной, заведению, вот где люди сидят с двумя пистолетами, майка за пистолетом, пистолет здесь торчит. Наверняка не у всех он зарегистрирован. Ну как-то есть количество взятых оружия, каково, потому что вот, сплошь и рядом на улице, я думаю, что это не все зарегистрировано. Ну просто это вопрос, да. Я вам сейчас по этому поводу, вот, и, в принципе, продолжение того, что сказал Анна Руслановна, я могу сказать следующее, что на самом деле действующий закон, как говорится, да, вот, оружие, он, в принципе, во многом регулирует и ношение оружия, и все остальное. Я вот как-то недавно, тоже здесь у вас на заседании, говорил о том, что есть необходимость некоторые законодательные моменты, то что-то подкорректировать, что-то поменять. Сегодня фактически мы статистически, если взять в целом, то оружие, которое зарегистрировано, оно так беспорядочно не стреляет. Его в таком обороте нет. Но есть моменты неправильности восприятия ношения оружия с нашей стороны, наших граждан, которые регистрируют его даже. Что мы для этого сделали? Плюс к тому законодательству, 7 пунктам, которые там прописано, мы еще ввели экзамен. Если вы знаете, сейчас в получении разрешения необходимо еще пройти обучение, то есть тактико-технические характеристики надо изучить правила ношения и все остальное, где им уже рассказывают, как его правильно носить. Но при этом нам, наверное, необходимо было бы дать, вот, что такое ношение оружия. Люди понимают, что его взять в полном снаряжении можно за пазуху, как ты говоришь, да, вот, поставить и носить по городу на все обозрения. Такого понятия в законе тоже нет. Нет такого понятия. Ношение оружия, оружие, оно может быть находиться при тебе, оно должно быть разряжено в таком каком-то уставном порядке и все остальное. Мы стараемся максимально ограничить сегодня выдачу разрешений на ношение оружия. Да, мы даем на хранение оружия. Но при этом большое количество оружия у нас все-таки остается незарегистрированным на руках у наших граждан. А вот что такое, что касается автоматического оружия, это вообще как бы история не касается милиции, вы знаете прекрасно. Автоматическое оружие, с которого была произведена стрельба, это прерогатива непосредственно Министерства обороны, это все те лица, кто имеют право сегодня их хранить у себя, должны быть в списках резервистов и все остальное. Мы постоянную работу МВД ведет, направленную на выявление лиц незаконно носящих оружие. То есть периодически мы это делаем, мы выявляем, изымаем. Скажем так, рейдовые мероприятия, мы в основном все рейдовые мероприятия, в том числе один из пунктов, как говорится, да, вот, задач, которые перед ними стоят, это выявление лиц незаконно носящих оружие и других запрещенных предметов. Эта работа постоянно ведется. Но все равно, как вот можно отметить, так что беспорядочно, как можно, но несколько много лет там назад люди могли носить оружие, сегодня чуть по-другому все-таки носить его. Потому что был этап, когда массово прям изъяли большое количество оружия, если вы помните, было массово изъято. И после этого многим предложили его официально оформить. Многие даже вообще больше не обратились, они там лежат, так скажем, да, потому что знают, что они не могут на себя оформить согласно законодательству. То есть такие моменты, они у нас есть. И эта работа ведется, но скажу вам так, мы сейчас работаем, сейчас не буду вдаваться в конкретику, но мы работаем над отдельными пунктами ношения оружия. И в ближайшее время, наверное, мы как бы на рассмотрение какие-то свои тоже предложения внесем для того, чтобы вы тоже посмотрели, может быть, как-то мы что-то улучшим в этом направлении. То есть, потому как у нас сегодня есть определенная практика согласно законодательству, и мы минусы в этой практике уже можем доложить о том, что по истечению какого-то периода мы увидели вот такие-то минусы и хотим их исправить. Как-то вот такая вот ситуация.